Проблеме взаимоотношений невестки и свекрови посвящено огромное количество пословиц и поговорок. Большинство из них носят не самый позитивный характер. Слово «килен» – невестка, сноха – происходит от татарского «килю» – приходить. Отсюда и выражение «килен килде буры килде бляк буе теле килде». Пришла невестка, будто волчица, да еще с языком длиной с локоть. Килен кше ким кше алабайга тин кше. Невестка – человек приниженный, человек приравненный к алабаю. Одно из самых жестких выражений. Жайның ямен шебен ала, үйнің ямен килен ала. Красоту лета портит муха, уют дома портит невестка. Мать мужа у татар называют кайнана, бияна, бием. Слышал версии, что би означает два, как, например, в латинских терминах типа бикарбонат, то есть бияна вторая мать. Или же префикс би, заимствованных из арабского языка словах, обозначает отсутствие чего-либо. Например, бишара – беспомощный. Якобы бияна не совсем мать, а мать условная. Однако это не так. Би – это знать, уважаемые люди. Отсюда и название древнего города Биляр – город знати. Бияна означает знатную, почтенную мать. Слово «койнана» некоторые связывают с глаголом «койнамак» – «кипеть». Есть и версия, связывающая его со словом «койен» – «береза». Мол, свекровь как береза быстро разгорается. Скорее всего, эти версии основаны лишь на созвучии слов. В слове отчетливо прослеживается корень «она» – мать, а «кой» указывает на родственные отношения. И невестки не оставались в долгу. Народная мудрость сохранила такие выражения. «Биянаның яхшысы тамокның яртысы». Хорошая свекровь – половина ада. «Кайнананың яхшысыннан да кузгын тавышы килә». Даже у хорошей свекрови слышен голос ворона. Такое противостояние неудивительно. Раньше люди жили большими семьями, под одной крышей могли находиться сразу несколько поколений. Тяжелый труд, жизнь в чужой семье, бытовые проблемы, а также ревность нередко становились причиной конфликтов. Свекровям всегда было нелегко отпустить сыновей. Если подобные конфликты существуют сегодня, тем более не стоит удивляться, что они были в прежние времена. Все же, сколько бы ни ссорились невестка и свекровь, они остаются одной семьей. Существует мнение, что мужчина выбирает жену, похожую на свою мать. Этому способствуют и гены, и воспитание. Поэтому, даже говоря о конфликте между невесткой и свекровью, издавна старались делать это с юмором. Главная пословица на эту тему звучит так: «Килен кайнана туфрагыннан» – невестка слеплена из почвы свекрови. То есть со временем невестка сама становится такой же свекровью. Сегодня большинство семей живет отдельно. Меняются и отношения между людьми. В большинстве семьях царит мир. Невестку все чаще называют кызым, доченька, а свекровь они мама. И даже пословицы звучат уже иначе. «Жайның яме шебен белән, үйнің яме килен белән». Красота лета с мухой, красота дома с невесткой. Все логично, если лето теплое, мухи обязательно будут.